Добрый день, дорогие участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Я рада сегодня приветствовать вас на разборе заданий и анализе работ. Сегодня буду выступать не только я, Юлия Ивановна Трофимова, председатель жюри, но и помогать мне будет член жюри Светлана Евстафьевна Обшанская. Мы будем рассказывать очередно, как вы проходили конкурсы. В этой же последовательности постараемся вас и ознакомить с особенностями. Итак, первый конкурс, в котором вы принимали участие, назывался «Понимание устного и письменного текстов». Здесь вы видите заглавную страницу, первую. Напоминаю, что задания по аудированию чтения состояли из 3 частей. Всего 40 заданий. Максимальное количество баллов, которые вы могли получить за этот конкурс, тоже 40 баллов. То есть каждое задание равнялось 1 баллу. Итак, первое задание. Задание по аудированию, которое в свою очередь состояло из 2 частей. Первая часть состояла из прослушивания устного доклада. После прослушивания аудиозапись при этом звучала дважды. Участникам предлагалось выполнить 10 заданий типа True-False. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Здесь представлены ответы. Я надеюсь, вы успели тщательно ознакомиться со своими работами и можете просмотреть, где именно вы допустили ошибку, если вы допустили ее. Следует сказать, что с этим заданием справились участники в целом очень хорошо. Итак, максимальное количество баллов 40, при этом большая часть участников выполнили это задание между 30 и 37 баллами. 6 участников не допустили ни одной ошибки, 10 участников только 1 ошибку и 9 участников 2 ошибки. И сейчас мы с вами посмотрим именно те моменты, где было больше всего ошибок допущено. Это задание номер 1. Здесь было 6 ошибок допущено. Смотрите, вы видите на экране задание. Hilton International is the first company which decided to build on the moon. Правильный ответ – неверно. Сейчас я вам показываю скрипт. Обратите внимание на подчеркнутую фразу. Hilton International has joined the race to build the first hotel on the moon. Именно эта фраза the race подсказывает, что Hilton International не являлись первой компанией, которая запустила строительство. Также на вопрос номер 2 тоже вызвал затруднение. Здесь 9 человек допустили ошибку. Посмотрите, как звучала инструкция. Hilton is designed for 5,000 people. При этом в тексте было 5,000 rooms. Видимо, вы услышали цифру и сразу сопоставили, что это и должно быть правильным вариантом. Также в задании номер 6, здесь 6 человек допустили ошибку. One of the Japanese companies plans to build one tennis court on the moon. Теперь посмотрим на скрипт. Shimizu is planning tennis courts. Множественное число, соответственно, вариант здесь у нас неверно. Перелистнем задание. В номере 7 было 4 человека, которые допустили ошибку. Nishimoto plans to build several 10-story buildings. Скрипт нам говорит consisting of 3 10-story towers shaped like snails' shells. То есть на самом деле это верный вариант. В 8 задании все правильно справились. В основном в 9 задании 10 человек допустили ошибку. Peter Instant designs the Luna Hilton. И в тексте у нас, посмотрите на последний абзац, Peter Instant has developed the Hilton's plans. Это и есть правильный ответ. И в 10 варианте 3 человека допустили ошибку. The drinking water on the moon is to be taken from the seas. А по тексту from the ice reserves. Переходим ко второй части аудирования. Вторая часть состояла из прослушивания беседы. После прослушивания, при этом вы помните, что вы прослушивали 1 раз, вам предлагалось выполнить 5 заданий на множественный выбор, то есть выбор из 3 вариантов ответа. На данном слайде вы видите ответы.
Здесь тоже в целом хорошо справились. 11 участников не допустили ни одной ошибки, 7 участников одну ошибку и 8 участников 2 ошибки, ну и остальные чуть более 2 ошибок допустили. При этом сложность вызвали задания 12, 14 и 15, и мы сейчас их с вами посмотрим. Итак, 12 задание. Barbara's childhood nightmare was about, и нужно было выбрать один вариант ответа. Посмотрим на скрипт. When I used to have this dream about some kind of boating accident. Это и есть подсказка на то, что правильный вариант a shipwreck. В данном случае синонимическая замена. Также, как я уже сказала, были ошибки в заданиях 14 и 15, массовые ошибки. 14 задание. What is Barbara's attitude towards boat trips? Правильный вариант – отрицательное отношение. Смотрим по тексту. Вот ее реплика и последняя строка. And I only went in a boat if it was absolutely necessary. И последнее, 15 в этой части. Barbara and her friend were going to spend a holiday together. Именно этот вариант здесь является верным, поскольку в последней своей реплике она начала высказывание именно с этой строки. I was heading out to the Pacific to join a friend for a holiday. Переходим к следующему заданию. Это было интегрированное задание по аудированию и чтению. Здесь вы читали письменный текст, прослушивали устный текст на ту же тему и затем отвечали на 10 вопросов. Как вы понимаете, это задание нацелено на проверку навыков аудирования и просмотрового чтения. Устный текст здесь звучал дважды. По каждому из высказываний, следующих за текстом, вы должны были ответить на вопрос, содержится ли данная мысль в обоих источниках, только в прочитанном тексте, только в прослушанном материале, или ее нет ни в том, ни в другом источнике. Тип заданий смешанный. Сначала вы сопоставляли высказывания с прочитанным и услышанными текстами, то есть совершали поиск соответствий, а затем выполняли тест на выбор из 4 предлагаемых вариантов. На этом слайде вы видите правильные ответы на это задание. Следует сказать, что с этим заданием большинство справились просто отлично. 11 человек не сделали ни одной ошибки, 16 допустили одну ошибку и 9 человек 2 ошибки. При этом, если и были ошибки, то они были в заданиях 19 и 20 в основном. Именно эти задания мы с вами проанализируем. Итак, вот так выглядела установка. Copy prose suitable for both home and business use. Это номер 19. И 20. Copy prose printing speed is satisfactory. На этом слайде представлен аудитивный текст. Я выделила здесь правильные варианты, которые подсказывают нам, что эта информация содержится в этом тексте. Even though it's aimed at the home user market, и заканчивается we would take advantage of here in the office. И что касается 20-го, о скорости печатания, its print speed и другие тут параметры are all things that we would take advantage. Итак, эта информация точно есть в аудитивном тексте. Здесь представлен на слайде печатный, письменный текст. Про скорость в этой строке у нас информация. It prints at a normal speed. И что касается использования, в конце. This is important for business users and for home users. Соответственно, в 19 и 20 заданиях высказанная мысль содержится в обоих источниках. Продолжаем. Следующее задание, третье задание, это чтение. Чтение научно-популярного текста. Здесь задание нацелено на проверку навыков поискового чтения, так как требуется нахождение конкретной информации в тексте. После чтения текста участники выполняют 15 заданий различного типа.
Снова я вам представляю варианты ответов правильные. И можно сказать, что тоже достаточно успешно справились с заданием. 5 человек допустили 0 ошибок, 5 человек 1 ошибку и 12 человек 2 ошибки. То есть в целом достаточно хорошо справились. При этом массовые ошибки были в 2 заданиях, 31 и 33. Давайте мы их посмотрим более подробно. Итак, 31 задание. Это на знание лексики, на понимание. What does the word captivated in paragraph A mean? Правильный ответ – enchanted, очарованный. Здесь я даю вам словарное объяснение. Utterly delighted, fascinated, charmed. И посмотрите по тексту. Где же можно было найти подсказку? Предположим, если вы слово это не знаете, то в прямой речи можно было бы опереться на глагол fascinate, имеющий подобное же значение. Кроме всего прочего, здесь еще было одно слово, подсказка, правда, оно сложное. Вот это слово, смотрите, это слово chutzpah. If you say that someone has chutzpah, you mean that you admire the fact that they are not afraid or embarrassed to do or say things that shock, surprise or annoy other people. Следует сказать, вернее напомнить, что, конечно, Олимпиада рассчитана на участников, которые владеют уровнем английского языка не ниже B2. То есть все задания у нас по уровню B2, C1. И поэтому здесь встретилось, вероятно, несколько незнакомое для вас слово. Итак, это 31 задание. И 33 тоже касается лексики. What does Newton say about the Liverpool buildings? Правильный ответ: lots of them are protected by the government. Здесь я для вас показываю сам текст, и жирным шрифтом выделено: It has the most listed buildings of any city outside London. Чуть ниже даю ссылку на словарное определение. Listed building. A building officially recognized as having special historical or architectural interest and therefore protected from demolition or alteration. Извините. Итак, это 31 и 33 задания. В целом, в этом году с заданиями конкурса на понимание устного и письменного текста все участники справились очень успешно. Еще раз говорю, что из максимальных 40 баллов в основном распределились участники между 30 и 37 баллами. То есть достаточно высокий показатель. Далее мы с вами перейдем к обсуждению устной части. Итак, устная часть в этом году, как, впрочем, и в прошлые годы, оценивалось максимальное количество баллов 20. При этом результаты тоже достаточно высокие в этом году. 2 участника получили 20 баллов, и 30 участников распределились между 14 и 19 баллами. Давайте поподробнее рассмотрим эти задания, поскольку здесь у нас, несмотря на простоту задания, были свои сложности. Участник 1 делает доклад об одном из ученых на заседании школьного клуба с тем, чтобы выбрать ученого, о котором будет создаваться документальный фильм. Именно так звучала речевая коммуникативная задача, которую необходимо было выполнить. При этом перед участником ставилась задача обязательно прокомментировать в своем выступлении 4 аспекта, предлагаемые в карточке для участника, представленной в таблицах факт-файла на английском языке. Здесь я для вас даю ссылочку на то, как это выглядело в листах заданий. Красным цветом информацию я выделила, а вот черным это черный жирный шрифт, подчеркивание, это было уже изначально выделено для вас. Давайте прочитаем английский вариант. Imagine that you are at the meeting of your school club.
The club members need to choose one scientist whose discoveries have changed the world for their documentary. Make a speech about Tim Berners-Lee to persuade your club members to choose his life story for the documentary. Итак, почему же я здесь выделила красным цветом некоторые фразы? Именно потому, что они указывают на жанр устного выступления. You are at the meeting, make a speech. То есть от вас ожидалась презентация, доклад по определенной теме. С одной стороны, это простое задание. Все в инструкции прозрачно и ясно изложено. То, что необходимо сделать, а именно какую речевую функцию нужно выполнить, тоже было авторами подчеркнуто. Persuade – убедить членов клуба именно вашего ученого выбрать для того, чтобы снять о нем документальный фильм. Но, к сожалению, большинство участников либо были невнимательны, либо пренебрегли, либо проигнорировали эти вещи, и вместо доклада презентации получился банальный рассказ об ученом. Так, прошу прощения, спускаемся, идем дальше. Посмотрите, сейчас я буду рассказывать вам о критерии. Первым критерием, по которому оценивалась устная часть, это решение коммуникативной задачи, а именно монолога, тот, о котором я только что сказала. Максимальное количество баллов здесь было 6, оно равно количеству аспектов. То есть каждый аспект равен 1 баллу, если вы все правильно выполняете. Что касается первых 4 аспектов, здесь все участники справились. То есть все получили по баллу за каждый аспект. Посмотрите внимательно, на самом деле эти аспекты, те, которые члены жюри оценивали, присутствуют в ваших листах заданий. Точно их повторяют, и в той же последовательности вам нужно было их изложить. Здесь проблем не было. А вот с аспектом 5 были некоторые сложности. Итак, вам необходимо было привести аргументы, почему именно об этом ученом нужно снять документальный фильм. Как я уже сказала, поскольку большинство участников не поняли речевую задачу и не определили жанр устного высказывания, то получился не отчет, вернее, не доклад, а рассказ об ученом. Соответственно, в нем, как правило, отсутствовали аргументы и уж тем более ссылка на то, что именно об этом ученом следует снять документальный фильм. Поэтому по этому аспекту очень много нулей. 6-й аспект звучит как: участник говорит свободно, а не читает свое выступление по своим записям. Посмотрите в дополнительной схеме, как выражено, как этот критерий рассматривается. Итак, при оценивании аспекта 6, 0 баллов за аспект ставится, если участник читает свое выступление по записям. Такие участники у нас были. И, соответственно, если по этому критерию у вас 0 баллов, это значит, что вы читали, и члены жюри оценили этот аспект в 0 баллов. Приступаем ко второй части устного задания. Да, на этом слайде вы еще раз видите английскую версию, то есть изложена речевая задача. Обратите внимание, caps lock используется для того, чтобы еще раз акцентировать. You are not allowed to read. Итак, вторая часть. Вторая часть – это диалогическая часть, вопросы-ответы. После прослушанной презентации, сделанной участником 1, участник 2 задает 2 вопроса своему партнеру. При этом, далее обратите внимание на выделенную жирным шрифтом информацию. При этом запрашиваемая информация в вопросах должна носить уточняющий характер и не повторять той, которая прозвучала в его презентации. Сейчас я приведу примеры вопросов, которые члены жюри оценили в 0 баллов. Итак, вопросы, которые требовали повтора прозвучавшей информации. Why was he the most influential person in the world? Do you think her discoveries are still important nowadays?
Where was he born? Итак, поскольку вопросы задавались по уже прослушанной информации и не носили уточняющий характер, они получили 0 баллов. Так же, как и вопросы, не имеющие отношения к речевой задаче. Здесь я вас нацелю на этот слайд. Здесь инструкция дана на английском. 2 questions about the scientist who get additional information not mentioned in the presentation. То есть вопросы должны были касаться именно этого ученого. Соответственно, такие вопросы, как Do you personally use this discovery much? Do you think doing experiments on your body is the right thing to do? Do you know any other scientists who worked in the same field? Оценивались в 0 баллов, потому что они не были вопросами об ученом. И в то же время были достаточно удачные вопросы, например, Do you know any other words of hers? Was Zinaida Yurmolyeva truly the first scientist to synthesize penicillin? Do you know the name of his first web browser? Is he still working on the World Wide Web? Did she win the Nobel Prize? Do you know any other of his inventions? Это прекрасные, удачно сформулированные вопросы. Правда, наверное, к замешательству комиссии одним из самых распространенных вопросов среди прочих был вопрос «When did he die?». Конечно, он учитывался, потому что это вопрос об ученом и об отсутствующей информации, но не забываем, это уже такая рекомендация на будущее. Все-таки Олимпиада предполагает высокий языковой уровень и в том числе понимание, еще раз акцентирую, жанра. Когда вы решили снимать документальный фильм об ученом, который сейчас работает, в 2016 году получил последнюю премию, как-то странно задавать вопрос, когда он умер. Но, тем не менее, этот вопрос мы тоже учитывали. Посмотрите, пожалуйста, на критерии, по которым работали члены жюри. Итак, решение коммуникативной задачи этой части – это выполнение 5 аспектов. Каждый аспект максимально оценивался в 1 балл, соответственно, максимальное количество баллов, которое можно было здесь получить, это 5. Первые 2 аспекта – это участник задает правильно вопросы. Я их уже прокомментировала. 3-й, 4-й аспекты – это участник дает логичный и фактически правильный ответ. Как правило, здесь тоже не было сложностей. Разве что можно привести один пример, когда не учитывался вопрос, вернее, ответ «Did she get any other awards?» А участник отвечал «She was awarded lots of prizes and titles, including…» и снова повторял, перечислял те награды, о которых уже было сказано раньше. Соответственно, такой ответ оценивался в 0 баллов. Прошу прощения. Аспект номер 5. К сожалению, этот аспект оказался невероятно сложным для участников. Итак, посмотрите на него внимательно. Участник соблюдает нормы вежливости при ведении диалога с собеседником. Итак, не забываем, что когда у нас диалог, конечно, ожидается взаимодействие с собеседником. Нужно смотреть на собеседника, обращаться к нему, переспрашивать, благодарить, как-то реагировать. И в то же время были участники, которые задавали вопросы, просто глядя в стол, в свои записи, куда-то в сторону, или смотрели на членов жюри. То есть на самом деле получается, что нормы вежливости здесь отсутствовали. Сейчас, секундочку. Специально для вас я даже выписала, чтобы вы понимали, что подразумевается под нормами вежливости. Итак, нормы вежливости охватывают собой все, что выражает доброжелательное отношение к собеседнику и может создать благоприятный климат общения. Что касается английского языка, то использование временных глагольных форм здесь предлагается, которые придают вопросам тактичную форму.
Например, I wonder if you could. Или использование модальных глаголов could, would, might, которые позволяют избегать прямолинейности высказывания. То есть необходимо выражение некоторой субъективной модальности. Как это может звучать? Не мог бы ты мне сказать? Я бы еще хотел узнать. Я хотел бы уточнить. Не знаешь ли ты? А не сухие вопросы в лоб. Ну и что касается какой-то реакции, то отрадно отметить такие, например, предложения, как «Thank you for the presentation, I find it interesting, but I have some questions to you». «Thank you, I was waiting for this question. This is an interesting question». Такие ответы, конечно, было отрадно слышать. И были участники, которые получили, как я уже сказала, 20 баллов по этому конкурсу, 18, 19. Это были участники, которые вели себя естественно, раскованно, поворачивались друг к другу, общались, переспрашивали, высказывали одобрение или некоторые сомнения, потому что именно это здесь и нужно. А здесь я хочу вас обратить ваше внимание на то время, которое заложено для этого конкурса. На вопросы-ответы 2-3 минуты. То есть это достаточно большое количество времени. Как раз таки потому, что это не банальный обмен вопросами и ответами, а потому что здесь должно быть взаимодействие. Так, следующий аспект, вернее критерий, это организация речи. Здесь у нас 3 аспекта и максимальное количество баллов, которые вы могли получить за этот критерий, 3. Первый аспект презентации участника не содержит логических ошибок. Как правило, с этим аспектом все неплохо справлялись. Я приведу лишь один пример, который показывает, за что могла бы быть снижена оценка. Послушайте внимательно. He studied in the Queen's College and in Oxford. Это, конечно же, логическая ошибка, поскольку показывает отсутствие знаний культурного аспекта. Оксфорд – это университет, состоящий из университетов, университет, состоящий из колледжей, и Queen's College – один из колледжей этого университета. Поэтому нельзя сказать, что он учился вначале в колледже, а потом в Оксфорде. Вот за такого рода ошибки здесь снижались баллы. Второй аспект. Презентация участника имеются вступление и заключение. К сожалению, с этим аспектом мало кто справился. Дело в том, что жанр доклада, презентации подразумевает наличие этих компонентов – вступление и заключение. То есть необходимо убедить, необходимо использовать определенные элементы для привлечения внимания, сделать вступление и заключение, либо невнимательно прочитали задание, либо, снова повторюсь, не смогли определить жанр устного высказывания. А здесь можно было очень легко выйти из положения. Например, вступление могло бы звучать как «Hello, dear friends. You all know we are to choose one scientist whose discoveries have changed the world for the documentary. I'm going to present to you the information about one of the most distinguished» и так далее. И заключение могло бы звучать «I'm sure, I hope I've managed to persuade you to choose his life story for the documentary, as he has made the greatest contribution to the worldwide science» или что-то подобного рода. И третий аспект. Средства логической связи присутствуют, используются правильно. Следует отметить, что за этот аспект, как правило, все участники получили балл. Но снова я акцентирую, что Олимпиада рассчитана на уровень B21. И, конечно, в финале те, кто будут участвовать в финале Всероссийской Олимпиаде, конечно, такие простые
средства логической связи, которые в основном используются участниками, не будут засчитываться. Здесь предполагается все-таки высокий языковой уровень. Что это может быть? Nevertheless, furthermore, consequently, moreover и такого рода. Да, здесь следует оговориться, что выступление участника по критерию организации речи оценивается по 3 аспектам. Каждый аспект оценивается в 1 балл, если не допущено ни одной ошибки по данному аспекту. То есть, если была хотя бы одна логическая ошибка, уже участник получал 0 баллов. По 2 аспекту, если не было ни вступления, ни заключения, 0 баллов. Если было только вступление или только заключение, это тоже приводило к 0 за этот аспект. И последний критерий, который мы с вами обсудим, это оформление речи. Лексика, грамматика, фонетика. Как вы видите, каждый критерий здесь представлен 2 баллами, это максимальное количество баллов, и указано количество ошибок, за которые снимались баллы. Начнем мы с критерия фонетического оформления речи, поскольку в этом году факт-файлы изобиловали словами, в которых большинство участников делало массу ошибок в произношении. Зинаида Ермолаева. Если бы она была Ермолаевой, как многие ее называли, то правописание было бы другим. И далее перечень слов, в которых участники допускали больше всего ошибок. Southern, committee, antibiotics, cholera, besiege, penicillin, synthesize и так далее. Посмотрите, они все даны на слайде. Хочу особое внимание обратить на слово пенициллин. Это слово было единственным, которое в факт-файле давалось транскрипцией. И, к сожалению, ни один участник не произнес его верно, хотя нужно было просто внимательно прочитать. Penicillin. Да? Ну и вот здесь другие слова представлены. Consortium, technology и так далее. Это фонетический критерий, вернее, критерий фонетика. И посмотрите, здесь можно было получить 0 баллов только за счет того, что было много ошибок в этих словах. Далее грамматика. Из года в год, в общем-то, повторяются грамматические ошибки типичного характера. Это видовременные формы, это согласование подлежащего и сказуемого, это использование предлогов. Но на что хотелось бы обратить внимание сейчас, это употребление определенных глаголов, потому что все их использовали, этого требовала речевая задача. Смотрите, глагол to award используется без предлога. If someone is awarded something such as a prize, it's given to them. И пример. She was awarded the prize for both films. Нет никакого предлога, беспредложное управление. Тоже были ошибки со словом contribution. Какие только глаголы здесь мы не услышали, но правильный только один. Make a contribution. The study made important contributions to the field of corporate economics. Например. Ну и опять же ошибки базового уровня – это артикли. К сожалению, артикли не использовались в тех словах, с которыми они должны были использоваться, и наоборот. Удивительно то, что эти слова все были даны в листе с информацией, в факт-файле. The USSR, the Russian Empire. Обязателен специальный артикль использовать. И в то же время Оксфорд и Queen Elizabeth не требуют использования артикля. Также были ошибки в употреблении артиклей со словом интернет. Как правило, без артикля использовали вы. И несколько неправильно произносили название Второй мировой войны. The Second World War, World War II, World War the Second. Ну, пожалуй, я на этом закончу
свое выступление. Сейчас Светлана Евстафьевна познакомит вас с оставшимися двумя конкурсами. Здравствуйте, уважаемые участники Олимпиады, наставники. Мы с вами рассмотрим разделы The Use of English. Это конкурс письменной речи, который был проведен в первый день Олимпиады. И также рассмотрим конкурс Writing, который тоже был проведен в этот же день. Задания в разделе Use of English включали в себя задания на проверку ваших знаний лексики, грамматики. Первое задание 10 предложений. Это задание на трансформацию. Необходимо было трансформировать исходное предложение таким образом, чтобы употребить заданное слово в определенной грамматической форме. Вот я вам привожу пример на слайде. Пример example, который дан. И обращаю ваше внимание, что, к сожалению, немногие до сих пор умеют читать задания. Значит, в заданиях уже составители привлекают ваше внимание, выделяя жирным шрифтом, используя заглавные буквы, но, к сожалению, все равно допускаются ошибки в этих аспектах. У вас в примере необходимо трансформировать так, чтобы у вас было употреблено слово look, его изменять нельзя, и нужно использовать 4 слова. И вот здесь I consider him my worst enemy, значит, соответственно, нужно было сказать I look upon him as. Нужно было соблюсти количество слов. Значит, в критериях оценивания сказано следующее. Если допущены ошибки грамматические, если нет ответа, то это 0. Орфография в данном задании, при проверке данного задания учитывалась. Если была орфографическая ошибка, то предложение оценивалось в 1 балл. За правильное предложение можно было получить 2 балла. Таким образом, если у нас здесь было 10 заданий, то количество баллов, которые вы могли получить в этом задании, это 20. Так? Давайте посмотрим на задание и разберем, как необходимо было трансформировать предложение. Так? В первом предложении вам нужно было подставить 5 слов, у вас выделено 5 пропусков и дано слово matter. Правильные ответы даны под предложением. Необходимо сказать, что с этим заданием справились не очень хорошо, было много ошибок. Была 1 или 2 работы, в которых было сделано 9 из 10, но в основном это был не очень удачная часть в конкурсе письменной речи, потому что, к сожалению, здесь справились плохо. Значит, в первом нам нужно было подставить 5 слов. Эти 5 слов звучат следующим образом: no matter how tough it. Соблюдаем обязательно структуру. Также здесь проверяется уровень владения грамматическими структурами и проверяется обязательно лексическая сочетаемость. Во втором предложении вам нужно было использовать 3 слова, сделать трансформацию 3 слов, и дано слово popular. Здесь необходимо было обратить внимание, что contrary употребляется с предлогом to. Соответственно, contrary to popular. И смотрим на предложение, которое нам надо было трансформировать. У нас есть слово believe. Many people wrongly believe. Значит, нам нужно сделать to popular believe. После прилагательного мы знаем, по структуре предложения используется существительное. Далее, третье задание. В третьем задании нужно было употребить слово prospect. Обращаю ваше внимание, что в изначальном предложении the stadium is unlikely to be finished у нас to be finished стоит в пассивном залоге. Соответственно, мы эту структуру должны были сохранить. И следующим образом звучит правильный ответ. There is little prospect. Prospect употребляется далее с предлогом обязательно of. И мы помним, что после предлогов, если нам нужно трансформировать что-то, после предлогов мы всегда ставим инговую форму. Of the stadium being finished. Вот здесь была ошибка, потому что некоторые оставили to be. Следующее задание. Предложение 4. And wished.
Здесь необходимо было вставить 3 слова и использовать слово regret. Здесь типичная ошибка тоже состояла в том, что использовали инфинитив. Regret требует после себя инговой формы глагола, поэтому regretted not being. Ответ regretted being not мы тоже приняли, потому что таким образом можно подчеркнуть, что сожалела о том, что не находится на вечеринке. Не обратный порядок слов, а частица not после being употребляется для выделения для эмоциональной окраски. Поэтому такой ответ был тоже принят. Следующее задание 5, простите. Paul's brother advised him. Здесь были типичные ошибки со словом suggest. После слова suggest всегда употребляется инговая форма, но мы еще помним о том, что у нас есть сослагательное наклонение, и тогда после suggest у нас употребляется союз that, затем идет подлежащее придаточного предложения, и либо используется просто инфинитив без частицы to, либо с глаголом should. Таким образом, здесь правильный ответ будет suggested that he should или suggested that Paul should. В случае, если бы у нас надо было употребить инговую форму, то тогда мы не могли бы оставить слово ignore, нам нужно было бы ignoring. Suggested ignoring, но, к сожалению, тогда не получается 4 слова, а все-таки нам этот параметр обязательно нужно было соблюдать. Если, еще раз повторюсь, если количество слов не соответствовало указанному в скобочках, например, вместо 4 вы писали 3, то, конечно, такой ответ не засчитывался. Следующее задание, 6. Здесь вам дано было слово used. Вы все знаете, что used далее может использоваться с инфинитивом, например, used to speak, а может также использоваться с инговой формой. Но обратите внимание, что у нас перед пропуском though he was, соответственно, was used to doing something. Многие участники написали used to speak. Но это будет грамматически неправильно, а я еще раз повторю, что это задание проверяло знание грамматической структуры и смысловых связей, структурно-смысловых связей. Следующее задание подразумевало использование слова account, и account здесь у нас было, как часть речи, это глагол. Так? Как мы можем объяснить? Вот у нас слово explanation, да, what explanation can we offer? Соответственно, how can we account, но глагол account в значении объяснения требует после себя предлога for, соответственно, account for, ну и теперь объясняем мы что? Тот факт, что альтернативные средства лечения и так далее. Да? The fact that. Вот и получается у нас 4 слова. Далее, 8 задание. В 8 задании у нас получается порядок слов вопроса, это инверсия, эмоционально окрашенное предложение, поэтому здесь у нас идет вспомогательный глагол на первом месте, had, так, далее подлежащее, ну и потом мы смотрим по структуре, что у нас требуется, обращаем внимание на грамматическую форму 8 предложения, without that book on assertiveness, I would not have coped. Соответственно, мы выражаем действие, которое уже произошло, мы используем past perfect, had it not been for. Если бы мы делали это со слагательным наклонением простым предложением с if, то мы бы использовали ровно ту же форму past perfect, if it had not been for. 9 задание. К сожалению, здесь жюри очень удивились, когда читали ответы, проверяли, потому что после must очень многие участники употребили had, чего в принципе быть не может. Очень многие употребили went после must, но мы все прекрасно знаем, что после модальных глаголов употребляется инфинитив, поэтому ни went, ни had не могли быть приняты как правильные ответы. Только must have gone. Почему здесь у нас перфектный инфинитив? Потому что went skiing yesterday, действие уже совершилось. Когда мы высказываем предположение о действии, которое уже произошло, мы употребляем после модального глагола перфектный инфинитив. Юлия Ивановна вам уже говорила несколько раз во время разбора, что все-таки Олимпиада это B2, C1. Да, а вот задание такого рода, вернее грамматика такого рода, она изучается на уровне B2. Поэтому очень удивительно, что
Вы допустили такую ошибку, даже если бы это просто был глагол must, да, have. Почему had, почему went, непонятно. Следующее, последнее задание в этом блоке трансформации. Здесь нам нужно было использовать слово rise как существительное и использовать 5 слов. Типичная ошибка в этом задании было употребление предлога of. Почему-то написали there has been a significant rise of. Нельзя здесь употребить of, потому что rise употребляется с предлогом in. Таким образом, за это задание в общем можно было получить 20 баллов, то есть каждый правильный ответ оценивался в 2 балла, 10 предложений, итого 20. Но, еще раз повторюсь, к сожалению, это задание вызвало огромную трудность. И, опять же, к сожалению, это типичная ситуация, из года в год она повторяется. Пожалуйста, пожелание девятиклассникам, десятиклассникам, да, которые будут участвовать далее в олимпиадах, тренироваться в выполнении заданий такого рода. Следующее задание 2. Задание 2 у нас задание на редактирование. Необходимо убрать лишнее слово из текста. Здесь проверяется знание структурно-смысловых связей. Вам были даны примеры начала текста. В нулевом предложении все было правильно, соответственно, ничего не нужно было убирать. В предложении 2.0 у нас лишнее слово. Ваша задача была найти лишнее слово. Оно либо было, либо его не было. И вот во втором предложении, в примере, лишнее слово up. You can't live on pot noodles. Okay? Нельзя сказать live up. Ну и давайте посмотрим, где какие слова были лишние. В 11 предложении нам встречается конструкция used to be, которая была у нас в задании на трансформацию. Так? То есть там было used to speaking, а здесь мы смотрим, у нас нет глагола to be перед used, соответственно, это у нас регулярное повторяющееся действие в прошлом для обозначения прошлого события. Things are much easier than they used to be. Здесь лишнее слово doing. В 12 предложении нет лишних слов, здесь все хорошо, здесь необходимо было поставить галочку. В 13 предложении лишним является слово to, частичка to. Мы знаем, что в предложениях why, начинающихся с why, у нас идет инфинитив без частицы to. Why cook at all? В 14 предложении лишним является слово been. Вам необходимо было, конечно же, все время keep in mind, что называется, что это у вас сплошной текст. Это у вас не отдельные предложения, текст просто разделен на части, на какие-то, на предложения, на определенные, но это сплошной текст, поэтому вы смотрите на смысл. But there are plenty of others. It's raining. The nearest shops miles away. Been здесь является лишним, потому что shops, во-первых, мы можем сказать the nearest shop has been miles away. Нет, здесь у нас регулярное действие, поэтому been лишнее. 15 и 16 предложения верные, здесь нет лишних слов. В 17 предложении у нас краткая форма согласия. Sooner or later you will find another label saying so have I. So мы уже сказали тоже, поэтому дополнительное слово to является здесь лишним. В 18 предложении some recommend. Если more, то у нас должно здесь быть сравнение с чем-то, some more что. Это слово здесь совершенно ни к чему, поэтому some recommend. В 19 предложении нет абсолютно никаких лишних слов, здесь все правильно. И в 20 предложении у нас лишнее слово what. Мы перечисляем with a wok, a sharp knife and a saucepan, you can not only и так далее. Слово what лишнее. Мы не спрашиваем, какой предмет здесь. Мы говорим, что при помощи того, того и того вы можете сделать то или иное действие. Я надеюсь, что здесь все понятно. Здесь каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. Таким образом, здесь можно было получить 10 баллов. 20 и 10 уже 30. Следующее задание – это задание 3. Значит, задание 3 было направлено. Задание 3 – это задание на множественный выбор. Здесь проверялось ваше знание фразовых глаголов. Фразовые глаголы – это такое необъятное поле, огромное, которое можно изучать. Решили проверить ваши знания фразовых глаголов в этом году.
Я разделила текст, у вас был сплошной текст, если вы помните, и все задания, все варианты ответов были даны после. Для удобства я их вынесла сразу после предложений, чтобы нам легче было разбирать. Значит, первое предложение в первом пропуске, 21, у вас даны были следующие варианты. Ничего не подставляем, against, from или about. Значение глагола safeguard – это охранять, предохранять, ну и этот глагол употребляется только с предлогом against, никаких других вариантов нет. Здесь однозначные ответы. Да? Если у вас возникают какие-то сомнения, пожалуйста, консультируйтесь со словарем. Вот, это Cambridge, это Oxford, это Macmillan, британские, да, издания, которые вам скажут, что safeguard употребляется только с предлогом against. Что касается 22-го пропуска, здесь у нас walk, nor can we walk, walk over, walk against, walk пропуск, ничего не надо, walk from и walk away. Здесь у нас уже стоит предлог, нам нужно еще добавить walk away from. Это фразовый глагол, который обозначает уйти от. 23-й пропуск. Нам нужно было подобрать глагол, который употребляется с предлогом with. После пропуска идет предлог with. Глагол, который употребляется с предлогом with, это глагол deal. Deal with, иметь дело с, рассматривать. Остальные употребляются либо с другим предлогом, либо без предлога. Далее, в 24-м нам нужно было найти такой глагол, который имеет значение устранять трудности. Это глагол iron out. Других вариантов здесь не может быть, да, потому что нам нужно либо сглаживать, либо устранять какие-то проблемы, трудности. И вот это значение у глагола iron со словом out вместе. Далее, в 25-м пропуске у нас опять же пропущен глагол. Нам после пропуска мы видим back on. И вот нам нужно было подобрать либо cast back on, либо fall back on, либо lean back on, либо rely back on. Конечно, вы смотрите на значение и на употребляемость этих слов. Конечно, rely back мы не можем сказать rely on. Lean – это опираться на что-либо, на какую-то поверхность, а вот здесь нам нужно обратиться к родителям за советом. Это fall back on, опираться на родителей. Опираться не в буквальном смысле, да, а в моральном. В 26-м предложении нам необходимо было найти такое слово, которое употребляется после глагола smooth, smooth things. И опять же здесь единственный вариант, только over. Все остальные они не подходят. В 27-м пропущен глагол, дан послелог up. Соответственно, мы смотрим clean up, solve up, rule up или clear up. Конечно, это не clean, ничего мы не собираемся здесь мыть, мы собираемся выяснять. Clear up. И в 28-м нам необходимо найти слово, которое обозначает возместить ущерб, так? То есть реабилитироваться. Это у нас будет make up for. По контексту требуется данное значение. И последние два предложения, которые необходимо было использовать с верными фразовыми глаголами. В пропуске 29 вам требовалось is not to resort to behavior. Слово, которое обозначает прибегать к. И в 30-м вам были даны такие слова, как grasp, sink, shrink и grip. С предлогом at мы можем употребить только глагол grasp, пытаться схватить что-либо. Grip тоже схватывать, сжимать, но, к сожалению, глагол grip не может быть здесь использован, потому что он употребляется без предлога. Итак, задание 21-30 это были задания на знание фразовых глаголов. Здесь вы могли получить по 1 баллу за каждый правильный ответ. Итого получается у нас уже 40 баллов. Последнее задание, задание 4, это задание страноведческого характера. Здесь проверяли, насколько хорошо вы знаете, чем питаются британцы и американцы. Да, у вас даны были названия блюд и даны были описания этих блюд. Вам нужно было их сопоставить.
Здесь все зависело от вашего кругозора, от вашего знания, от того, насколько хорошо вы осведомлены в этой области. Ну, были такие блюда, как bangers and mash. Это очень такое informal name, да, bangers это sausage, так, ну и mash это mashed potatoes. Я думаю, что можно было, даже если вдруг вы не знали, можно было посмотреть и догадаться. Далее bubble and squeak, это жаркое из картофеля и капусты, ну и, соответственно, вы видите описание, да, ответ A. Custard, заварной крем, соответственно, мы здесь тоже видим ингредиенты. Что касается 34-го вопроса, ну, наверное, все-таки мы очень хорошо знаем шотландскую культуру, шотландские традиции, шотландские блюда, и вот этот ответ был дан практически всеми участниками верно. Так, haggis. Также правильно был дан ответ на следующий вопрос, это hot cross bun. Здесь тоже, я думаю, что проходили, когда проходите, изучаете Пасху, да, перед Пасхой вы говорите о разных традициях, соответственно, вы запомнили, что hot cross bun, да, связан с Good Friday, и дали правильный ответ. Далее, Irish stew, это ирландское рагу, так, тушеная баранина с луком и картофелем. Ну вот по ингредиентам тоже здесь видно, что это ответ B. В 37-м, я думаю, что здесь, даже если бы вы не знали ответ, вы могли бы догадаться, потому что lime, да, и citrus, ну, можно было подобрать ответ. Shepherd's pie, это картофельная запеканка с мясом. Вот и объяснение a meat pie with mashed potato crust. Следующее блюдо, если вы вдруг читали информацию какую-то, да, вы могли или догадаться по названию, если не знали, тикка масала, это тикка в соусе, это индийское блюдо, индийские ингредиенты все. Вот вы знаете историю, что какой-то период времени британские солдаты находились в Индии, вот тогда было это блюдо завезено после таких событий. Ну и последнее, это toad in the hole, это у нас, что называется, то ли сосиска в тесте, то ли бифштекс в тесте, да, то есть это вот мясо в тесте. Так? Таким образом, еще раз повторюсь, 40 заданий, 50 баллов можно было получить, так как за задание на трансформацию вы могли получить 20 баллов. Это что касается Use of English. Я надеюсь, здесь все стало ясно и понятно. Следующий конкурс, который мы с вами рассмотрим, это конкурс Writing. Конкурс Writing, а вот, пожалуйста, вам задание. Значит, еще раз скажу, что конкурс у нас Олимпиада – это задание C1. Вот что касается задания письменного, то конкретно было сказано, что это задание уровня C1 по шкале Совета Европы. Само задание звучало следующим образом. Imagine that you are doing a project on the attendance of museums and galleries. Вот attendance of museums and galleries вам было выделено жирным шрифтом, так как это была тема вашего отчета, вашего сообщения. You have collected some data. И далее write a brief report. Опять же, то, что вам нужно было написать, у вас прямо выделено жирным шрифтом. Это report. У вот такого рода заданий, у такого рода письменного высказывания есть свои определенные требования, о которых мы поговорим, когда будем рассматривать критерии оценивания. Далее, у вас в задании сказано give recommendations to the museum board of directors. Вот обращу на это внимание здесь сейчас, во время того, как мы читаем задание, потому что это было очень существенно во время оценивания. Значит, what could be done to increase people's attendance of museums and galleries? Вам было дано 5 музеев и 3 года. Обратите внимание, что годы у вас прошлое. У нас сейчас 2019 год. Данные вы собрали, да, воображаемые, что за 2013, 2015 и 2017 год. То есть, я забегаю немножечко вперед, когда вы говорили, когда вы описывали тенденции, когда вы писали непосредственно report, да, очень многие скакали с времени на время, то есть начинали писать в настоящем, потом в прошедшем, и это, к сожалению, привело к низкому баллу по критерию грамматика. Далее, значит, у вас здесь сказано, даны данные,
так, количество посетителей в миллионах. И 2 музея у вас отмечены были звездочкой, потому что эти музеи в 2014 году ввели плату за посещаемость. Так, это существенно, это очень важно для написания вашего отчета, поэтому эта информация дана со звездочкой. Итак, непосредственно само задание. Далее, вам нужно было use the following words in your report. Каждое слово мы с вами рассмотрим отдельно, потому что использование этих слов оценивалось. Draw on, rate, respectively, appeal и substantial. Я даже сделала выдержку из Cambridge Dictionary, чтобы показать вам, в каком значении надо было использовать эти слова. Далее, обратите внимание, уже я проверяю не первый год, и, к сожалению, вы не дочитываете задание, вам нужно underline, подчеркнуть требуемые слова. Нам приходилось их, к сожалению, искать, это ведет к более продолжительной проверке ваших работ. Далее, следует у вас объем 200-250 слов. И здесь есть такое замечание, что the words in the title are not counted. Слова, которые вы написали в заглавии, то есть, например, если вы написали a report on attendance of museums and galleries, то эти слова мы не считали. Вам предлагается следовать плану. По плану вам необходимо было make an opening sentence, то есть написать вступление. Далее вам нужно было summarize the data, суммировать, объединить все данные, by selecting and reporting the main features. Features – это тенденции, характеристики, то есть вам нужно было описать тенденции, увеличивалась ли посещаемость, уменьшалась ли посещаемость обязательно. И обратите внимание, в скобочках написано two or more. Далее, вам нужно было сделать сравнение, где это необходимо. Опять же, в скобочках у вас идет уточнение – 2 или более. Следующим пунктом плана – give recommendations. Давайте вернемся к предыдущему слайду. Еще раз обращу ваше внимание. Give recommendations to museum boards. Give recommendations to the museum boards of directors. Это у вас 4-й пункт плана. И последнее – это make a conclusion. Опять же, вернусь к give recommendations. Нужно было дать 2 рекомендации или более. Я обращаю ваше внимание вот на эти цифры, потому что они значимы. Теперь по каким критериям оценивались ваши работы? Первый критерий оценивания в любой работе, вам уже Юлия Ивановна говорила об устной работе, это решение коммуникативной задачи. В письменной работе присутствует этот критерий также. Решение коммуникативной задачи, максимальное количество баллов, которые вы могли получить, это 10. Если мы посмотрим на параметры, у нас 5 параметров. Первый параметр. Отчет участника написан в соответствующем заданию нейтральном или официальном стиле в соответствии с жанром отчета. Стиль должен быть нейтральный. Какие требования, какие критерии нейтрального стиля, то есть стилистические ошибки, которые вы допустили, я покажу на следующем слайде. Мы рассмотрим с вами параметры каждый. Далее, значит, посмотрите, если у вас не было стилистических ошибок, то вы максимально могли получить 2 балла за этот параметр. Если у вас 1, 2, 3 стилистические ошибки, то это у вас 1 балл. Если вы допустили 4 и более стилистических ошибки, это, к сожалению, уже был 0 балл, это было 0 баллов за этот параметр. Второй параметр в критерии решения коммуникативной задачи – это описание основных тенденций. Если мы с вами вернемся к слайду, там, где было задание, да, посмотрите, пожалуйста, второе. Summarize the data by selecting and reporting the main features. Вот здесь вам нужно было описать тенденции. Посмотрите, критерий у нас в параметре написан. В отчете участника есть описание основных тенденций. Вот с этим были проблемы. Если у вас 2 и более, я обращала ваше внимание на скобочки, если у вас есть 2 и более тенденции в вашем письменном высказывании, в вашем отчете, то тогда вы получаете 2 балла. Если только 1 тенденция описана, то, к сожалению, 1. Если же вы вообще упустили этот пункт плана, то вы получили 0 баллов за этот параметр. Далее. Опять возвращаемся к плану. Да, use the following plan. Make comparisons. Сделать сравнение. Вот у нас 3-й параметр. В отчете участник сравнивает статистические данные. Вам обязательно нужно было сравнить. 2 и более сравнения – это 2 балла, 1 сравнение – это 1. Если не было сравнений, то это 0 баллов. 4-й параметр, который вызвал самое большое количество ошибок,
Это рекомендации для директоров музеев. Недостаточно было написать I recommend. Вам необходимо было написать, кому вы адресуете эту рекомендацию. Были работы такие I think that. Я полагаю, что вот это вот улучшит посещаемость музеев. Вам нужно давать рекомендации для директоров. Конкретно, что директора музеев должны сделать, чтобы люди пошли к ним в музеи, в галереи. Так, ну и опять же, 2 и более рекомендации. Высший балл, 1 рекомендация и нет рекомендаций. 5-м параметром в решении коммуникативной задачи идет правильное использование всех указанных слов. Всех это значит 5. Вот если все 5 слов у вас использованы в задании правильно, то тогда вы получили 2 балла по этому параметру. Если вы использовали только 2, 3 или 4 слова правильно, то вы получили 1 балл. Если же, к сожалению, вы использовали менее 2 слов, вы получили 0 баллов по этому параметру. Теперь давайте рассмотрим каждый параметр в отдельности. Но прежде я хочу отметить, что решение коммуникативной задачи – это основной критерий в оценивании любого высказывания, будь то письменное или устное. И везде действует правило, что если вы за решение коммуникативной задачи получаете 0 баллов, то вы и за всю работу получаете 0 баллов. То есть, если у нас есть оценка 0 за письмо, то вы не справились с этим заданием и получили 0 за решение коммуникативной задачи. У нас, к сожалению, была одна работа, которая вообще была пустая, вот там тоже 0. Да? Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, готовьтесь, вы же все-таки готовитесь к Олимпиаде. Давайте посмотрим, вот первый у нас был это стиль, неофициальный стиль. Какие ошибки считались стилистическими? Выделяется 4 типа стилистических ошибок. Это стяженные формы. Don't, shouldn't, can't и так далее. Isn't. Если вы хотите написать can't, например, cannot. Я обращу внимание, еще сразу забегу вперед, орфографическая ошибка. Cannot пишется вместе, слитно. Далее разговорные формы, типа fox, guys и так далее. Разговорные конструкции. I guess, I wanna, I gonna очень часто употребляют у нас участники ЕГЭ, но вот в ваших работах такого не было. И риторические вопросы, например, who is right, what to do. Да? Здесь такие вопросы неприемлемы. Вот это 4 ошибки, 4 типа стилистических ошибок. Это у нас был первый параметр в критерии решения коммуникативной задачи. Далее, что касается второго критерия, это критерий тенденции. Я сейчас вернусь к критериям оценивания. Параметр описания тенденций. Что вы могли здесь описать? Какие тенденции? Это тенденции, например, constantly increasing, или going up step by step, или, например, going up year by year, или tendency to lower the attendance и так далее. То есть должны быть описаны тенденции, что характерно, что происходит. Потому что если вы посмотрите на саму таблицу непосредственно, вот, например, Британский музей, 2,6 миллионов, 5,1 и 5,6, происходит рост год от года. National Gallery, то же самое, 2,7, 4,3, 4,8. Какую тенденцию вы могли описать? Вы могли описать тенденцию снижения посещаемости, например, Natural History Museum и Science Museum. Да, как только они ввели плату за вход в музей, соответственно, тенденция к уменьшению. Но благодаря, видимо, каким-то действиям, да, посмотрите, у нас увеличилась посещаемость в 2017 году. То есть вот эта тенденция. Что касается параметра сравнения, в отчете участник сравнивает статистические данные. Сравнение. Значит, мы принимали сравнение, когда у нас сказано, допустим, что в этом музее больше всего было посетителей, или в этом музее было не так много посетителей, как в другом музее. Или, например, и в том и в другом музее увеличилась посещаемость на какое-то определенное количество. То есть вам обязательно нужно было употребить степень сравнения, либо превосходную, либо сравнительную, или же сравнительной конструкции. Так? Рекомендации. Рекомендации, я уже повторяюсь, да, что были даны в очень маленьком количестве работ. И вот последнее верное употребление слов. Давайте посмотрим на эти слова. Значит, Cambridge Dictionary, draw on. Прошу прощения. Draw on. Это фразовый глагол. Очень много работ, в которых у нас глагол draw был употреблен в своем прямом значении, без предлога on. Здесь вам нужно было употребить этот глагол в значении опираться. Ну вот в Cambridge Dictionary дается опираться на собственный опыт, вы могли бы опираться на данные, которые вы собрали. Так, следующее слово – это rate. Вот здесь необходимо сказать, что некоторые участники
поддались на, скажем так, провокацию ложные друзья переводчика и слово rate истолковали как рейтинг. Это не рейтинг, это показатель, это размер, это уровень. Да? В значении money, конечно, мы его не будем использовать. В значении speed, конечно, мы его не будем использовать. Здесь вам необходимо было использовать слово rate в значении how many, показатель, размер, уровень. Да? Например, the rate of attendance. Да? Вам нужно было говорить о посещаемости. Следующее слово, да, вот глагол, слово rate как глагол, так, то здесь вы его могли еще использовать в значении оценивать. Да? Например, how do you rate her as a singer? Да? I rate the attendance as и так далее. Слово respectively, здесь опять повторюсь, что вы пошли на поводу у ложных друзей переводчика. Вы вспомнили слово respect и подумали, что respectively это с уважением. Нет, это не с уважением. Это слово, это наречие, оно имеет значение соответственно. То есть, например, если вы описывали тенденцию в музее, да, вы, например, сказали, что в одном из музеев увеличилась посещаемость на 0,3 миллиона человек, да, и сказали, например, и в другом, соответственно, также увеличилась посещаемость. Да? То есть слово respectively ни в коем случае это не с уважением. Слово appeal, опять же повторюсь, Cambridge Dictionary. Значит, appeal у нас может быть и существительным, и прилагательным. В существительном, в качестве существительного мы могли бы употребить это слово, ну, в большей степени в значении quality, привлекательность, да. Ну, вот, например, здесь I've never understood the appeal of skiing, это из словаря пример, да. Appeal of museums, да, привлекательность музеев. The appeal of exhibitions, привлекательность выставок каких-то. Если же это слово употреблялось как глагол, да, то опять же в значении привлекать. Appeal и обязательно to. Например, this museum appealed to visitors more. Так? Вот, пожалуйста, вам пример здесь, как употребить сравнение, показать тенденцию, сравнить данные. Ну и слово substantial. Необходимо было употребить как прилагательное large and amount, существенный, значительный. Конечно, в значении прочные, солидные не надо было употреблять его. Здесь, может быть, и можно было, но главное значение это было существенный, значительный. То есть вот эти 5 слов нужно было употребить в правильном значении. Если у вас какое-то слово было употреблено неправильно, не в том значении, какое надо, то, соответственно, вы получали минус за этот параметр. Следующий критерий, который употреблялся при оценивании ваших работ письменных, это организация текста. В организации текста у нас 4 параметра. Первый параметр – это текст построен логично. Второй – это текст разделен правильно на абзацы. Восьмое – это в тексте отчета присутствуют и правильно используются разнообразные средства логической связи. Ну и девятое, что в тексте отчета присутствуют все необходимые структурные компоненты. Я вам сказала, что у отчета есть определенная структура, есть определенные правила, в соответствии с которыми вам нужно написать отчет. Так вот, отчет должен состоять у вас из вступления, в котором вы говорите цель написания своего отчета. Ваша цель – проанализировать посещаемость, проанализировать собранные данные и предоставить эту информацию директорам музеев. Далее. Основная часть – это анализ тех данных, которые вы собрали. Вот в этой основной части вы описываете тенденции, вы сравниваете данные, сравниваете посещаемость музеев. Затем заключение. Заключение – это рекомендации. Вы можете дать рекомендации также, так как у нас был представлен план, и рекомендации были 4-м пунктом, можно было их дать до заключения, и заключение вывести отдельно, можно было их объединить. Но вот эти 3 части – структурные компоненты вступления, основная часть и заключения, они должны были присутствовать обязательно. Ну и еще надо отметить, что обязательно вам нужно было написать introduction, да, the aim, обязательно нужно было написать, например, там main features, да, или comparison, recommendations, да, вы выделяете это отдельными абзацами, и conclusion. Не все работы, далеко не все работы имели данную структуру, поэтому если у вас низкий балл, то вот, к сожалению, из-за того, что вы не знаете, как правильно писать отчет. Давайте посмотрим на баллы, которые здесь можно было получить.
Посмотрите, здесь очень строго оценивается. Если у вас хотя бы одна ошибка по данному аспекту, то это уже приводит к 0 баллов за данный параметр. Если хотя бы одна логическая ошибка у вас есть, то это 0 баллов. Если у вас хотя бы как-то неправильно разделен текст на абзацы, то это у вас 0. Были работы, в которых абзацы состояли из одного предложения. Это недопустимо. Абзац не может состоять из одного предложения. Соответственно, если у вас был такой абзац, у вас уже здесь по 7 параметру 0. Далее, про средства логической связи Юлия Ивановна вам говорила, когда анализировала устную часть. Средства логической связи должны быть не просто and, не просто because, не просто so. Это должны быть средства логической связи, соответствующие высокому уровню C1. Правильно используются, посмотрите, написано в критериях, разнообразные. У некоторых были прямо вот подряд however, however, therefore, therefore. Ну прямо рядышком в одном абзаце, чуть ли не в 2 предложениях подряд. То есть, соответственно, здесь у вас неразнообразные средства логической связи. И про последний пункт я вам сказала, да, вступление, основная часть и заключение. Следующий критерий оценивания – это языковое оформление текста. Также разделяется на лексическое и грамматическое оформление, как и в устной части у вас, но здесь у нас еще добавляется орфография и пунктуация, в отличие от устной части, там, где была фонетика. Опять же, обращаю ваше внимание, все-таки у вас высокий уровень, все-таки вы лучшие из лучших, поэтому посмотрите на критерии 1-3 ошибки, вот хотя бы одна ошибка, все, уже максимальный балл вы получить не можете. Вы получаете максимальный балл за каждый параметр, только если у вас нет никаких ошибок. Если же у вас 1, 2, 3 ошибки хоть в одном параметре, то у вас уже ведет это к 1 баллу. 4 и более ошибок – это 0 баллов. К сожалению, такие работы были. Типичными ошибками являются, как я уже сказала, неправильное употребление времен, несогласование подлежащего и сказуемого. Ну, лексика, например, пожалуйста, вы употребили respectively, да, в значении с уважением. Это лексически неправильно. То есть вы неправильно истолковали значение слова. Но орфографическое и пунктуационное оформление. Значит, в отчете у вас нет вопросов, нет никаких восклицательных предложений. Это у вас повествование. Вы излагаете результаты своего анализа. Поэтому здесь никаких восклицательных предложений не должно быть. Каждое предложение должно быть оформлено точкой в конце предложения. При перечислении вы ставите запятую и обязательно выделяете вводные слова. То есть это то, что оценивалось при выставлении оценки на орфографическое и пунктуационное оформление текста. Дорогие участники, вот это то, что я хотела вам сказать по поводу заданий Use of English и по поводу письменной части конкурса. Спасибо вам за внимание. Юлия Ивановна сейчас к нам присоединится. Дорогие участники, мы надеемся, что представленный разбор заданий снял все вопросы, которые, может быть, возникли у вас при просмотре ваших работ, указанных баллов. И, тем не менее, у вас есть возможность подать апелляцию сегодня до 19 часов. Кроме того, вы можете задавать вопросы в чате, на которые мы сможем ответить завтра с 8 до 9 утра. И, пожалуй, мы на этом разбор заданий закончим. Спасибо вам за внимание.